Тема добычи нефти на территории нашей страны в последнее время активно обсуждается в обществе. И на этот счет существуют разные мнения. На встрече было зачитано заключение рабочей группы Общественной палаты, созданной еще в 2010 году. В соответствии с ним Институт экологии должен был провести работу по оценке экологического состояния морской экосистемы и выявить факторы, способствующие деградации окружающей среды, а также разработать меры по снижению их воздействия. Одна из крупнейших компаний России, Роснефть, несколько лет работает в Абхазии. Компания осуществляет исследовательские проекты на шельфе Гудаутского района, а также в других районах республики. Изыскательные работы подразумевают не только обнаружение углеводородов, но и экологические съемки флоры, фауны и рельефа дна Черного моря. Подобные исследования принесут большую пользу для экологии Абхазии, говорят экологи. Начиная с 2010 года, это первый год, когда начался экологический мониторинг лицензионного участка площадью больше 3000 квадратных километров на Гудаутском шельфе. И за это время собран огромный объем материала, касающийся состояния экосистемы. Начиная от птиц, которые находятся в воздухе над морем, дельфинов, рыб, планктона, причем планктона, начиная с бактериального планктона, а также вся гидрохимия по слоям, начиная с нулевого уровня и заканчивая 1400 метров глубиной, а также состоянием донных осадков, их химического состава. Соглашение с компанией Апсна Ойл, учредителем которой является российская компания Апсна Групп, о разведке и добыче нефти в селе Окум, было подписано в 2014 году, пояснил министр экономики Адгур Ардзинба. На данном этапе ведутся геолого-разведочные работы, которые должны определить количество и качество запасов нефти, и есть ли они вообще. Кроме того, в рамках реализации проектов по добыче нефти Абхазия получит от 15 до 25% налоговых отчислений, плюс налог на прибыль, налог на имущество и доходы физических лиц. Недра – это не только нефть, это и инертные материалы, и вода питьевая, и лес, и все остальное. Да? То есть уже на протяжении с 2004 года, как существует этот закон, в соответствии, опять же, с этим законом подписываются лицензионные договора, их сотни этих договоров. Во всех этих договорах, практически во всех, собственность на добытое сырье переходит на держателя лицензии. То есть, если он добыл из пойма реки инертный материал, переработал, он его продает как уже собственный товар. При этом оплачивая все соответствующие налоги, прямые, косвенные и специальные налоги. По мнению депутатов парламента Алмаса Джапо и Рауля Лолуа, компания Апсна Ойл и ее учредитель Апсна Групп являются фиктивными микрокомпаниями с убыточным бюджетом и бесконечным количеством учредителей. Следовательно, им нельзя доверять разведку и добычу нефти. Член Общественной палаты Валерий Ардзинба в принципе выступил за добычу нефти, подчеркнув при этом, что многие вопросы остаются неясными. Я за добычу нефти, но очень много вопросов возникает. Я не знаю, к кому обратиться, увидеть этих людей, которые представляют компанию Апсна Ойл, которые придут, дадут пресс-конференцию. Депутат Народного собрания Гиви Кварча сообщил, что на заседании парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии было принято решение провести расширенную встречу депутатов со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей компании Апсна Ойл, по итогам которой будет создана парламентская комиссия. На Алакове Алексей Баструков, Абхазское телевидение.